Так, ну вот, дорогие друзья, сегодня у нас вот такая погода с утреца. Сейчас пойду проверю жерлицу, она опять лежит. Вот. Опять упала. Так, уровень воды. Ну, походу лед треснул и произошел выход воды. Гаврила, Гаврюга. Очень много, и поменялось русло вот в этой речке, как я уже говорил. Раньше мы вот там вот перескакивали до этого песка. Сейчас видите, как далеко. Вчера вечером перед сном я подвесил блесенку на пол воды. Просто блесенка с ершом таким вот. И жерлицу положила. Может быть, ее сдуло. Может быть, она... О, кто-то есть. Там даже кто-то есть. Так. Сошел. Ну, кто-то был. Вот так вот утренняя зарядочка, так скажем. Пробежаться, проверить пустые жерлицы с утра. Так, в общем, друзья, я решил перетащить палатку на лед, потому что лед уже довольно толстый, вообще толстый. Можно уже смело перетаскиваться и не бояться. Рыбаков сегодня нету. Один снегоход стоял, он там вот долго-долго. То есть человек был, он там вот, где обычно рыбачат местные. Но он уехал. Видимо, рыбы нету. В перемене погоды из-за этого, видимо, рыбы нету. Но мы, друзья, сейчас будем переставлять палатку и уже в тепле, сидя в палаточке, постучим. Ну и, конечно же, постримим для вас. Когда вы будете смотреть этот сюжет, стрим, конечно же, уже давно закончится. Вся рыбалка уже давно закончится. Но на будущее имейте в виду, что я частенько делаю стрим с этого места, и этот стрим бывает довольно-таки успешный, то есть с уловом, со всеми делами. Давайте постучим. Берет неохотно. Ага. Засекся. Есть такое дело. Здравствуйте, дорогие друзья!
Хочу сделать небольшое объявление. Теперь вы можете посмотреть мои фильмы в моих сообществах ВКонтакте в Клевая Рыбалка и Клевая Рыбалка Лайв на день или на 2 раньше. Вот такой красавчик с утра, друзья. Отлично. Продолжим дальше. Так, ну вот, друзья, сидел во всем. Ну и решил все-таки не сидеть долго, а перетащиться. Пока ветер не сильный, думаю, палатку надо перенести и поставить. Ну не знаю, давайте прямо здесь поставим. Прямо здесь захотелось поставить почему-то. Давайте здесь поставим. Так, ну вот, перетащил оттуда все, практически осталось палатку, печку и дрова. Поставлю прямо здесь палатку над этой лункой. Гаврюга что-то разбушевался не на шутку. Прям ого-го. Что-то он воду дает, значит оттепель идет. Ну, минус 2 градуса всего будет, поэтому это не удивительно. Но я думаю, что вода до меня не доберется, потому что она будет вытекать вот так вот по краям, в основном стараться. Опыт тех годов подсказывает, что здесь постоянно остается вот эта площадка. Вот. И вот он вытекает, гаврюга, тихо. Сейчас покажу, насколько уже вытекло. Я там с печкой боролся очень долго. Ну, дров закидал и ушел рыбачить. А сейчас что-то резко моча в голову ударила, надо переставляться. И это, как гаврюга сильно не разбушевался. Вот. Смотрите, вот. Снаружи это выглядит, конечно, ужасно, но сверху, но снизу как бы нормально все. Ходишь, тут лед крепкий, все, вот. Видите, уже вот в сапогах уже сантиметров 5 прибыло. Ну а сверху это выглядит примерно так. Как будто все растрескалось и человек там изолированный, короче. Но нет, это лед прозрачный, как бы. Это ранее то, что вот он трескался, намерзал. Вот. И поэтому так выглядит. Так, ну мои друзья, лошадки остаются здесь. Я сейчас перенесу палатку, наверное, а потом приду за печкой. Ну вот, друзья, место, где стояла палатка. Осталось такое пятно размороженное. Но благо завтра я уже уезжаю, поэтому одну ночь можно переночевать на льду, ничего страшного. Да и лед уже толстый довольно. Человека на самом деле выдерживает 2 сантиметра лед. Там уже вот, это уже снегохода выдержит свободно, поэтому все нормально. Как говорится, в пылу с жару, печка еще дымит.
все, друзья, практически все сделал. Вот здесь вот сейчас самолет летит. Ужасно заходит на посадку. В самом деле, мне кажется, здесь летают профессионалы. Потому что вы видите самолет, его практически не видно. Он заходит на посадку, появляется из ниоткуда. Здесь очень низкая облачность. О. Иногда вообще облака низко бывают до такой степени, что самолет прям перед самой землей только видит землю. Я не знаю, как они заходят на посадку, но это жестко. Молодцы, ребят. Еще билеты, цены на билеты вы поменьше сделали бы. Друзья, в палаточке уже жара и плынь. Комфорт, короче. Вообще тема. Тема. Так, давайте сейчас все приведем в изначальный вид, как было. Я даже практически топить не хочу, потому что, ну, тепло. Очень тепло в палатке. Да безобразие тепло, я скажу даже. Или может от того, что я работал, мне жарко. Давайте нашу палатку приведем, так скажем, в рабочее состояние. Стол поставим. Сделаем все как было. Так. Ну вот стукать в палатке будем это. У меня есть поменьше стуколка. Ею будем пользоваться. Вот этим крючком не будем стучать. Хотя этот крючок мне нравится. Прикольный. Ну и, конечно же, мой любимый прибор. Все вы его прекрасно знаете. У многих он даже есть, наверное. Здесь у меня есть... Ай! Ау! Прошлогодний. То есть с прошлого раза остался Хариус. Давайте его поставим. Что-то кого-то на дне видим. Чувствительности прибавим побольше. Ага, есть налим. Взял. То есть опускаем и сразу берем налима. Вот такого вот налимяку. Так, стоять. А ну-ка, стой. Разрушаешь мне тут все.
Вот такой красавчик поджидал нас, стоял, друзья. То есть я его видел в эхолот, только опустил и сразу он бахнул. Ну, вот прям при вас все это сделал. Так что перестановка на новое место, переезд не всегда плохо. Порой это даже хорошо. Вот. А в моем случае это оказалось просто отлично. Не знаю, как еще сказать. Здесь ловит сотовая связь хорошо. Здесь можно уже нормально постримить. Вот. Опа. Сейчас еще постучим, посмотрим. А вдруг еще есть рыбка. Не исключено, что, возможно, судак придет когда-то. Там, где мы рыбачим, допустим, в горных речках, где обитает там только, где вода холодная, постоянно обитают только ленки, харюза, таймени. Сейчас начинает появляться щука, окунь, какой-то ясь, там все вот это вот, как будто начинает все замещаться, заменяться. Хорошие ценные виды рыб начинают исчезать. Потом в 90-х годах зачем-то заселили там вот горбушей, по-моему, или китой, по-моему, мальком. И сейчас вот частенько в сети людям попадается вот эта кита, которая проплыла там тысячи километров. О, налим. Подошел, ребят. Только что у меня была поклевка. Есть. Идет. Давай, вылазь. Да подожди ты. Работает блесна. Отдай моего харюза. Вот это уже морской. Вот такой вот красавчик. Фух. Ну, хороший налимяк. Вот. О чем мы там? О рыбе, о замене рыб. Ну вот, появляются вот такие различные виды других рыб. Сейчас подрежем ему хвост, этого печень маленько. Вот так надо подрез сделать, чтобы местные рыбаки так делают, сказали, так делать надо. Вот этот крючок, вот он просек бы его. Поэтому я сейчас верну все как было. И налим стоит другой, рядом где-то плывет. Я вижу. Сейчас мы его попробуем подцепить. У меня бывало такое часто, то есть я сразу бросал, и следом была поклевка другого налима. Сейчас попробуем. Посмотрим. Цепляю новую приманку. Ауч! Да что ж ты?
так вот. Хорошо. О, да и пусть идет. Не такой уж крупный налив. Я же говорю, вот эта конструкция, да, она не очень дальше. Просто ее надо будет доработать маленько. Я знаю, как это. Все дело в ключе. А там дальше. Хорошо очень, потому что я поднял. Вот так вот, друзья. Стрим закончился. И взял я все-таки одного. А я смотрю, стрим закончился. Вот. Батарейка села. Все, отстримился. Но одного я упустил. А этого я взял все-таки. Вот. Потому что я чувствую, что, ну, наверное, еще что-то есть, потому что там было что-то. Я опустил, раз посидел и вытащил. А, ушел, все. Ну ничего. Ну вот, друзья, Алексей приехал. Приехал рыбачить, по всей видимости. Тоже сейчас придет, поговорим. Поставил на зарядку, чтобы продолжить стрим, когда зарядится. Вот. Устройство, когда зарядится. Ну, по всей видимости, будет долго заряжаться. Hakan kalling da wanda. Oh, jadi. Ну вот капал, ловите меня где? İlbette. Her ilbette ne? Надо колоду. Oh, geliyor. Hadi. Эй, какой такие я тюники. Будет. Ой. Вот Алексей приехал, сейчас мы прям с ним вместе сейчас в прямом эфире поймаем налима. Это вон камера обычная. Стрим я уже закончил. Сейчас я поймаю налима для Алексея. Так. Так, сейчас, друзья, налим подошел. Вон он спускается за моей приманкой. Я его привлек. Внимание. Причем хороший такой налим. Налимяка. Сейчас возьмем. Пробовал, а все работает. Есть. Хорошо, прямо в выхода. Это он Пробовал, тоже берет. Алиэкспресс ковар. Акула, крючок где-то. Оба, да, второй раз засек, прикинь. Опа, вот это хороший идет прям. Прям вообще хороший дядя идет. Ага, это НТР улахан, все улахан. Вообще хороший был. Жалко пошел.
On tahu sih bahaya kita aja kalau gini dulu. Memang mesti nunggu dulu deh. Nah. Udah yang keling dah. Ambil lagi adik. Wah. Ada. Что там, Алексей уже поймал? Красава. Ну-ка покажи-ка. Это да. Виталий Березин, так, мирный привет. Николай Гейкер, завидую черной завистью, не могу дождаться льда, привет с Дальнего Востока, Самурского лимана. Леха Курнашов, лайкаем, ребят, лайкайте, конечно, лайкайте, вы что, обязательно лайки нужны, без лайков никак, так что давайте. Так, посмотрим. Даже камеру, по-моему, сильно перегнул. Вот Алексей зашел. Алексей, можешь поздороваться, садись там. Рядом. Ну ладно. Вон туда смотри, и тебя увидят 219 человек. Вот местный житель Алексей, друзья. Задавайте ваши вопросы, будем отвечать вместе. Вот. Ага. А это просто этот, как его, он вообще, этот, какой-то шок бар этого плохо, сумка, эти то джаги, банкари. Алима вытащил. Сейчас его как-то перевернуть. Сопливый. А? Вот этот хороший крючок, да. Хорошо пробивает прямо вот. Просекает хорошо, короче. Ну что, друзья, вот такой красавчик попался. Да. Как вам? Рыбалочка у нас сегодня. Вот такой вот красавчик. Ну мы тут еще параллельно ролик пишем, так что не удивляйтесь. И стрим идет рыболовный. Как-то так. Кто не был на дневном стриме, welcome на вечерний. Так. На наживку у меня, значит, этот харюзок. Харюзок. Вчера днем ловил харюзков. И вот сегодня прям отрабатывает он. У меня даже сложилось впечатление, что это излюбленная прям на линии такая приманка. Что ли-то? Там снаружи еще у меня харюзы лежат, надо занести. Будет. Сейчас, друзья, сейчас. На вопросы все ответим, не торопитесь.